я заинтересовался, связался с этим товарищем и спрашиваю его, вы подавали заявку в свою управляющую компанию? Он говорит, нет. Ну, сначала давайте подавайте, а потом уж там, сразу говорите, что виноваты, когда вода. И получилось так, что он подал заявку, и буквально минут через 5 минут звонит, говорит, ну извините, оказывается, это эксплуатация. Я открыла, ремонтировала что-то, я открыла. То есть это вообще речь шла даже и о горячей воде. Я к чему все это говорю? К тому, что вот по истечении 3 лет, к сожалению, не все знают, видимо, что у нас уже 3-й год работает новая водочистная станция на водозаборных станциях наших, да, и от водоканала, значит, идет, скажем так, чистейшая вода, такая же, питьевая вода. И вот 3-й год мы пытаемся донести до населения, ну и до всех участников вот этого процесса, это, значит, конечно же, управляющие компании, которые воду доводят до крана, да, до потребителей непосредственно. Это транспортировщики, значит, те предприятия, которые имеют сеть собственные и транспортируют эту воду. Это в основном, ну, конечно, самый крупный транспортировщик, это Иркутская ТЭЦ, Теплоэнергия, ну и несколько десятков, значит, предприятий, которые снабжают горячей водой, там, и которые имеют свои собственные сети. И мы тщетно старались объединить всех их в период подготовки к отопительному сезону, чтобы мы все совместно промывали свои собственные сети. Значит, ну, большие крупные поставщики, перевозчики, транспортировщики, они к этому объединились, они подконтрольны Роспотребнадзору, поэтому и Иркутская ТЭЦ, и Теплоэнергия, ну и другие поставщики, транспортировщики, они, конечно же, промывают, и это все контролируется. Оставалось неконтролируемым промывка сетей внутридомовых. Мы это прекрасно понимаем, что водоканал до постройки водочистных сооружений десятилетиями мы туда загоняли грязь и нефть. Это само собой понятное дело, да? И понимая это, мы вот уже 3-й год призываем всех участников этого процесса провести в летнее время работы таким образом, чтобы до конечного потребителя была та самая чистая вода, которую мы уже вырабатываем 3 года. Вот буквально сегодня наконец-то впервые прошел семинар, который мы провели под эгидой, значит, администрации города. Значит, новая администрация очень активно взялась за этот вопрос. Значит, под эгидой Роспотребнадзора и участвовали более 20 потребителей, но это крупные управляющие компании, которым мы разъяснили, что и как надо делать в летнее время. Мы готовы помочь и в техническом плане, и в советам, да, провести вот эту кампанию, наконец-то, чтобы потребитель не страдал от того, что сети у нас потом в очень хорошем состоянии. И, конечно же, у каждого хозяина сетей должна быть программа по планомерной замене устаревших собственных сетей. И тогда, конечно же, вот эти вопросы под конец отпадут. Но я понимаю, что таких жалоб у нас стало намного меньше. Допустим, как волею случая случилось так, что вот буквально на прошлой неделе вот одна единственная вот такая не очень такая негативная информация пришла, на которой мы хорошо, что быстро разобрались. Так, теперь непосредственно, что сделано водоканалом для прохождения палки. Ну, мы, конечно же, традиционно все равно с таким ожидаем, с таким напряжением ждем. Мы все еще никак не можем привыкнуть
нас все-таки новая станция, тем не менее наша задача, чтобы она работала бесперебойно. Значит, за этот период мы завезли реагенты, 70% годового потребления, и уже необходимое количество реагентов, которые необходимы для очистки в период паводка, уже завезено и складировано уже непосредственно в самой станции. Мы знаем, потому что в прошлые года, несколько лет было такое, что станция тоже, дорогу станции прерывала вода, и у нас такое на островке оставалось. Вот. Это первое, что я хотел бы сказать. Значит, второе. Все регламентные работы по ревизии оборудования, задвижек, затворов полностью проведено. Значит, все насосное оборудование тоже поочередно мы вынимали, проводили техническое обслуживание, и все полностью готово. По автоматике, по КИП тоже работы проведены. Дизель-генераторы мы уже пробные пуски сделали. Значит, на случай отсутствия электроэнергии, значит, мы полностью, значит, горюче-смазочные материалы уже тоже завезены. Вот. Персонал, значит, прошел очередное плановое обучение по охране труда, по технике безопасности, ну и как себя вести в внештатной ситуации. Слава Богу, таких ситуаций у нас не было, но тем не менее мы должны быть готовы ко всему. Значит, все это зафиксировано в журнале, отражено. Что хотелось бы сказать? Ну и, как вы знаете, я в прошлом году говорил, что мы запустили дополнительное оборудование в прошлом году, чтобы в период паводка не было запаха ила в нашей воде. Потому что в период паводка, значит, когда река разливается, она потом вот эти талые стоячие воды, которые были в течение осени, там вот это все захватывает, и вот этот запах он попадал в течение недели-двух, попадал в нашу воду. Поэтому и это оборудование тоже отревизировано, оно опробовано, оно уже в рабочем состоянии. Значит, было несколько замечаний, к слову я скажу, что последнее мы совещание проводили в понедельник. Несколько замечаний по замене датчиков некоторых, которые прыгали и которые уже на сегодняшний день уже установлены. Поэтому вопросов не должно быть. Значит, мы особое внимание обращаем, конечно же, к работе автоматики, потому что у нас станция работает без участия человека, полностью в автоматическом режиме. Просто дежурные сменные инженера, слесаря, они обходят, смотрят, работают, отслеживают за работой оборудования. Ну и загружают реагенты. Значит, второе, основное наше оборудование – это станция биологической очистки стоков. Это все стоки, бытовые стоки с города мы очищаем и обратно отправляем в Лену. Значит, по этой станции, значит, у нас также плановые регламентные работы ведутся. В отличие от водоочистной станции, то станции биологической очистки стоков нет сезонности, нет паводка, да, она круглогодично работает в таком плановом ритмичном режиме. Поэтому часть некоторого оборудования мы по плану будем тоже также в течение лета проводить регламентные работы, техническое обслуживание. На сегодня таких больших опасностей нет. Вот. Что касается другого, значит,
Мы зиму пережили, сами знаете, какая у нас зима была, без больших сбоев, ну даже не могу сказать без маленьких даже сбоев. Конечно же, некоторые нештатные ситуации были, которые нормативные сроки справлялись. Ну, это какие-то мелкие остановки и так далее, и так далее. Значит, в течение вот, первого квартала мы практически завезли весь материал, который необходим для летних наших работ. Значит, ну, продолжаем работу по третьему коллектору, по прокладке третьего коллектора. Продолжаем работу по пятому водоузлу, это в Залоге. Работы там уже идут в плановом режиме, больших отставаний там нет. По Жатаю строим также канализационную очистную станцию, там тоже как биологическая станция, да? Там некоторые отставания есть, но не критично. Не критично. Значит, в этом году мы запустили после реконструкции водочистную станцию в селе Верхневилюйск. В селе Верхневилюйск. Там тоже мы в этом году впервые ожидаем паводок, потому что мы заступили только в сентябре, в августе прошлого года. И для нас, для водоканала, это будет первый паводок на реке Вилюй. Кстати, надо сказать, там на Вилюе качество воды намного хуже. Если сейчас Лена, она практически нормативно идет, уже сама река, да? В это же время на Вилюе качество воды такое же, как во время паводка наша вода здесь по всем параметрам. То есть мы, что начнется, что будет, когда начнется паводок на Вилюе, мы даже пока представить себе даже не можем. Поэтому, конечно, там будут очень наше такое большое пристальное внимание будет обращено от работы вот этой станции. Значит, там начаты работы по строительству магистральных сетей внутрипоселковых. Подрядчик определен по всем 4 лотам, он уже приступил к работам, и работы должны быть завершены в декабре 2022 года. Значит, ну, по проектам, если сказать, у нас на сегодня проходит экспертизу проект сетей водоснабжения поселка Верхний Дестях, это в Пангаласском улусе. Значит, по Акцонце проект полностью сделан, экспертиза проведена, и нам только остается подать заявки. Мы сегодня написали письмо министру, что в принципе проект готов, можем подаваться в фонд реформирования ЖКХ. Значит, ну и также в этом году нами заключено соглашение с Вилюйским районом улусом и с Намским улусом, тоже по обеспечению качественным водоснабжением и водоотведением города Вилюйска и села Намс. В этом направлении у нас уже проектные офисы созданы. Значит, ну, пока идет процесс сбора исходных данных для того, чтобы сформировать техническое задание на проектирование, начать проектирование, изыскивать средства, источники финансирования, ну и строить. Значит, что касается ковида, значит, ну,
течение 3-4 месяцев не было больных. Ну, на сегодня у нас 4 больных есть. Ну, ситуация тоже как бы под контролем. Мы понимаем, что являясь предприятием жизнеобеспечения, мы обязаны следить за здоровьем. У нас, конечно же, проводятся все мероприятия, которые по дезинфекции и так далее, рабочих мест еженедельно. Значит, ну, на сегодня вакцинацию получили около 250 наших работников, переболевших около 200 у нас. И по мере того, как у них как это называется, процент уменьшится, конечно же, они будут проходить вакцинацию. Мы закладывали, в среду проводили тоже очередную сдачу анализа. И после этого результаты на следующей неделе у нас уже в связи с тем, что объявлены длинные выходные, скорее всего, это будет после праздников, тоже мы продолжим вакцинацию. К слову, надо сказать, что в прошлом году летом, ну, многие не знают только, наверное, водоканальцы. У нас достаточно напряженная ситуация была, когда мы операторов насосных установок, насосных станций, значит, ну, некоторых оставалось по 3-2 минут. То есть от станции к станции мы их передвигали, чтобы обеспечить работоспособность. Ну, слава богу, вот этот пик прошел, и по городу и по республике, ну, и прошел по водоканалу. Так, ну, в этом году водоканалу исполнилось 80 лет. 27 марта 1941 года было издано распоряжение, по которому от банно-прачечного креста было отделено водопроводное хозяйство, и это считается днем рождения водоканала. 80 лет. Это достаточно такая дата серьезная. Значит, ну, как вы сами понимаете, из-за вот этой пандемии больших таких празднеств у нас нет. Но тем не менее мы выпускаем книгу о водоканале. Значит, провели ледовый пробег на кубок водоканала. Вот, который очень понравилось. Ну и будем в течение лета там проводить некоторые мероприятия. Мы объявили, значит, 80 добрых дел в связи с 80-летием. И вот наши подразделения, они проводят, ну, не для отчета, сами мы никого не принуждаем, мы просто заявили. Оно началось в новом году, когда по украшению своей территории выиграла ремонтно-строительный участок наш. И, ну, выделили мы премию 8 тысяч, и эти 8 тысяч, нежели чем поделить там между 40 людьми, они решили купить канцтовары, игрушки, там, тетради и так далее, и подарить детскому дому другим. Ну и они заявили, давайте вот объявим такую акцию. Мы объявили, я знаю, что у нас очень многие там проводят свои какие-то дела. Вот, допустим, работники станции биологической очистки стоков в самый такой сложный сезон для косуль, когда питания очень мало, они кормливали косуль, которые там еле выживали. Ну, это несколько всего лишь примеров, которые я говорю. Мы проводили большой субботник в музее ссылки, там очистили территорию от снега, там очень старое здание, постоянно затапливается.
готов. Восемь, да? Да. А вот вы в начале речи упомянули про промывку детей. Я так понимаю, она первая новая вода, очистная станция. Ну, то есть крупная, чтобы все участвовали. Ну, пока говорить рано, мы только вот провели семинар. Ну, в прошлые года даже и семинары мы не могли проводить, там, не могли собрать людей, но тут администрация города собрала там, чтобы мы обязательно выслушали, вот, как бы, что мы говорим, да, как надо делать, там вопросы поднимались технические, как делать эту промывку, да, значит, как проводить контроль, ну, Роспотребнадзор там тоже говорил, да, какие, где будут брать, в каких точках брать анализы, чтобы проверить, промыто ли, не промыто ли, качественно ли промыто, да. Вот, ну и взаимодействие между вот, водоканалом, транспортировщиком и уже самим многоквартирным домам. Это или управляющая компания, или ТСЖ. То есть от взаимодействия всех вот этих структур, конечно же, зависит, очень многое зависит от слаженного действия. И я считаю, что в этом году впервые это услышано и уже действие началось. Ну, будем считать, как говорится, цеплять по оси. Как в течение лета мы поработали, так и вчера на сессии Гордума при обсуждении корректировки бюджета вы вносили предложение по поводу финансирования этого коллектора. Можете прокомментировать? Это коллектор номер 1, это самый старый коллектор города Иркутска, построенный в 60-х, 70-х годах. В свете того, что в течение 2 лет будет ремонтироваться полностью проспект Ленина, конечно же, правильно, если мы до ремонта уличной полосы отремонтируем коллектор, который находится от 4 до 7 метров, даже 9 метров в глубине. И мы эту работу начали в прошлом году. Значит, в прошлом году договорились, что на проектирование и на вот, мелкие ремонты именно самих колодцев выделит деньги Дорожный фонд. Дорожный фонд выделит деньги администрации, администрация уже выделит эти деньги водоканалу. В прошлом году эта схема работала, 25 миллионов были выделены. Мы их перед Новым годом, значит, работу выполненную читали, деньги получили. Оставшуюся сумму мы договаривались, что в первом квартале этого года город выделит. Но до сегодняшнего дня мы эти деньги не видим, поэтому я и поставил этот вопрос. Хотя тут вопрос, конечно же, взаимодействия между дорожным фондом, который должен был выделить, и администрацией города. Дорожный фонд говорит, что мы отдали уже все деньги, а город говорит, мы эти деньги не получили. Вот. Но понимая, что сезон ремонтных работ уже скоро наступит, да, дорог, поэтому мы вообще предлагали вот эти работы делать в течение марта-апреля. Сегодня уже май наступает. Поэтому я в середине апреля под свое честное слово дал задание нашим подрядчикам, чтобы они приступили к работе. Они уже работают. Без определения источника, к сожалению. Ну, поймите меня, если эти источники не найдут, то крайним перед подрядчиками, плательщиком буду я. Будет водоканал. Поэтому, конечно же, вот этот не очень приятный момент надо быстро разрешить. Более того, мы в этом году собираемся провести санацию, то есть это обновление вот этого первого коллектора спирально-наливным методом, не отключая стоки. То есть канализация будет работать, при работающем коллекторе мы обновим
наш первый коллектор. И подрядчик должен приступить к 1 июня и завершить к 1 ноября. И когда мы все это сделаем, у нас первый коллектор будет готов, еще 50 лет простоит. То есть там уже можно смело дорожное полотно отремонтировать таким образом, чтобы мы могли без... А где точно он находится, его местоположение? Коллектора. Да? Коллектора. По проспекту Ленина прямо вот посередине. Ну, вы замечали, там есть люки. Да. Вот это и есть. Ну вот рядом с лотом, где постоянно папа стоит. Да. Это ясно. Можно еще уточнить, да? По поводу оборудования для отсутствия запаха ила, он запускается в каком году? Нет, он был запущен в прошлом году, поэтому в прошлом году люди даже не заметили запах. Я просто сказал, что мы его тоже отрегулировали, и мы тоже Понял. И еще хотел уточнить по поводу общего количества сотрудников. Вы сказали 250 человек привилось, 200 переболело, а это процентное соотношение общего. Ну, где-то 40%. 40% Нет, и переболевших, и привитых. А вот эти вот по Вилюйскому, Нансам и Верхневилюйску, это получается у нас проект чистая вода, да? Ну, там не чистая вода, где касается сетей водоснабжения и водоочистных станций, там, где канализационно-очистные станции, это фонд реформирования. А где точно? Верхневилюйский чистая вода, да? И чистая вода там есть, а есть и- еще и КОС. Да, ну магистральных сетей. То есть там два источника. А в Вилюйском и Намском это у нас чистая вода. Но мы предполагаем, там только проект начинается, да? Мгм. То есть, соответственно, мы считаем, что если там есть вода, то и должно быть канализационно-очистные станции. Чтобы было все в комплексе. Вообще комплексный подход подразумевает и повышение благоустройства. Поэтому хотелось бы так. Ну, все зависит от того, как мы найдем источник, где найдем источник, какой процент, как механизм возврата, то есть все такое. Расскажите, пожалуйста, про проект Верхневилюйск. Вы сказали, что вы его уже запустили. Водочистную станцию? Да, там, значит, водочистная станция, она была. Да, я так понимаю, что вы его После реконструкции. Да, после реконструкции. Вот можно уточнить, вот, когда после реконструкции, какая мощность, насколько сильно увеличилась? Ну, мы мощность там подразумеваем, должно быть 1000 кубов в сутки. 1000 кубов в сутки. Но она в полную мощь заработает только тогда, когда мы подходим сеть. Да. Вы сказали, вот в 2022 уже планируете вот эту инициальную сеть уже провести. Да, планируем обвязать, значит, во-первых, котельные, ну и объекты там, школьные, дошкольные, больницы, социальные объекты. Но, в принципе, вы уже там на полной работе, то есть станции. Все время работает. Станция. А вообще как оцениваете стоимость проекта? В смысле, каким образом оценивать проект? Оцениваете стоимость проекта? Ну, Верхневилюйске стоимость значит, станции 200, если быть точно, ну, где-то 200 миллионов, там 210 порядка. Полная стоимость. С учетом 2022 года. Да, да. А можно уточнить, у вас там предусматривается поддержка федеральной, там вот спецпроект? Конечно, только что человек спросил. Это всё. чистая вода и фонд реформирования ЖКХ, это федеральная программа.
ну, конечно же, максимально заточены на то, чтобы привлечь инвестиции там федеральных больше. Ну, Верхнерусский самый, Да. когда там получается фонд формирования ЖКХ или там проспект? И чистая вода там есть, Ага. и Ну, то есть там фонд реформирования ЖКХ есть, и то, и другой участвует. То есть там более 60% это федеральные деньги. И 20, более 21% это средства водоканала, остальные это муниципальные там, и республиканские. Мгм. Ну, это можно считать, что это одно и то же. Перепишу и исключительно. Скажите, точнее, поясните, почему там не будет такой федеральной судебной инстанции? Мы когда задали запрос, нам ответили, что так всегда было. Но почему этот вопрос в этом году стал так остро, да, и есть причины? Ну, Когда мы будем принимать на судебной инстанции? Хорошо. И чем температура талых вод отличается от той же воды, которую с частного сектора, септиков, я не думаю, что она намного теплее, чем лужа. Вы физик? Я не физик, я журналист, я прошу Вот вас я объяснить. спрашиваю, чтобы понять процессы, вы понимаете или нет. Физик, физик, геолог. Ну, потому что вы говорите то, что в септиках, и то, что талая вода, у них температура одинаковая. Так никогда не бывает. Потому что талые воды это практически температура с минусовой воды. 0 от -3 до 5 градусов бывает. А в септиках, вообще в канализации температура колеблется от 12, это в самый зимний период, до 26 в летний период. Потому что там идет процесс брожения. Вот. Станция биологической очистки стоков, она, ну, само наименование говорит, предназначена для биологической очистки бытовых стоков. И бактерии, они работают только при температуре от 14 до 26 градусов. Ниже 14 градусов бактерии перестают работать, и, соответственно, очистка уже, процесс очистки ухудшается. А, соответственно, если процесс очистки ухудшается, прямые стоки, которые идут в города, они также попадут в рынок. В прошлом году почему эта проблема не стояла? В прошлом, хорошо, я отвечу. Очень хороший вопрос, кстати, да? Потому что в прошлые года ни один руководитель службы эксплуатации городского хозяйства или там городской чиновник не давал задание напрямую идти и сливать талые воды в сливную станцию. Сегодня, вот как раз-то во вторник, да, когда мне позвонили со станции и сказали, у нас начинается снижение температуры, я сказал, проверьте. Потому что это, скорее всего, начали сливать талые воды. Проверили, оказалось таким образом. Потом узнали, что вот это задание дал, команду дал, вернее, да, руководитель службы эксплуатации городского хозяйства товарищ Егин Аил Анатольевич. Понимаете, он бы мог бы мне позвонить, спросить, какие там процессы происходят, это вредно или не вредно, да? Я бы сказал, нет, не надо сливать. Евгений Я занимает объясню. свою должность уже несколько лет, так же, как и вы. Вы до этого не сталкивались с этой проблемой, не могли договориться? Почему в этом году? А потому что просто иногда не сливать, и это так и понятно, просто нельзя сливать. А в прошлом Я году руководителем была СВХ, когда руководил, я никогда не давал заданий, понимая, что мы можем угрохать станцию биологической очистки стока. Понимаете, да? Руководитель такого ранга не должен портить имущество городское. А станция биологической очистки стоков, сливная станция, это пусть он и находится на балансе акционерного общества «Водоканал», но он очищает же стоки городские, правильно? Точно так же сети
Иркутской ТЭЦ и так далее, и так далее. Поэтому в первую очередь это говорит о том, что Егин, он просто не понимает. Он должен был это знать. Мы сейчас не о нем говорим, мы сейчас говорим о проблеме. А проблема как раз из-за этого и получилась. Мы говорим о решении проблемы. Сейчас каким образом эта проблема решается? Талые воды, они всегда договаривались, сливали определенные места. Есть решение, множество выходов. Мы же понимаем, что каждый год загорается мусорный полигон. Там есть озеро. Можно его заполнить, подготовить бесплатную воду. Для того, чтобы тушить этот пожар. А в этом году, чтобы тушить пожар, брали воду в водоканале с 4-го водоузла. Понимаете, да? Когда можно было накопить там это озеро и сколько угодно можно было пользоваться этой водой. То есть выходов много. Есть карьеры брошенные. Один год мы заполняли карьеры, чтобы использовать их как накопитель. То есть при желании руководитель такого ранга должен был об этом ранее задумываться. Следующее. Надо вовремя снег вывозить. Если бы вовремя снег вывозили, я понимаю, много снега выпало, да? Раз много снега выпало, то руководитель СГХ должен был требовать, просить мэра выделить еще больше денег. Так я о решении проблемы сижу, рассказываю вам. То есть слив, вы считаете, как бы, это нормально, да? На природу, в карьеру и так далее, все, что в подземелье было. Так он ставит, так и так. Это ж талые воды. А для чего вспоминает станция? Ну, это талые воды с территории города. Талая вода. С территории города. которая Еще раз повторяю, сливная станция, еще раз повторяю. Я вот, не могу понять вашу упертость. Я же только что сказал, сливная станция для того, чтобы принимать бытовые стоки от фекальных ям. Больше ни для чего. Больше не для чего. Спасибо. Ну, я не могу понять. Тут Виктория, давайте так. Уж поверьте мне, в водоканале намного больше хороших дел, нежели чем копать одну какую-то непонятную вещь. Если бы здесь товарищ Егинов не давал бы задания, а нашел бы решение, вот, которое я говорил, да? Водоканала, я прошу прощения, в четверг мы сдаем заседание. Пожалуйста. Еще вопрос. Прекрасная нота, я думаю. Решение Ну, я бы не сказал, что это профессиональное военное. Можно узнать? Газеты Якутии по поводу забора воды, где отмеливается хватит постоянно, да? Сейчас в какой стадии вот это решение? Новые выпускные работы какие-то? Значит, мы, да, там проводим ежегодно дноуглубительные работы. Ну и в этом году планируем, кстати, надо сказать, если раньше по источнику финансирования мы постоянно там после выполнения работ ходили, просили, то уже с прошлого года этот вопрос решен. Мы буквально, скорее всего, вот в мае получим средства на дноуглубительные работы уже в этом году. То, что выполнили в сентябре прошлого года, и эти деньги мы пустили на дноуглубительные работы этого года. То есть вот таким вот образом договорились. Значит, ну, к сожалению, вот русло реки поменялось лет 10-15 назад. Значит, и поэтому мы в течение этого времени со специалистами из Московского государственного университета проводили исследование русла. И по нашей инициативе создана государственная комиссия по изучению вот этого вопроса, да, и мы предложили установить, ну, сейчас мы пальцем объяснить сложно, да,
островах установить, там, где вот есть старицы, да, Их от ста установить? ну да, в том районе, шлюзы. Шлюзы и прорыть канал, восстановить старицу. Ну, это рекомендации ученых, и я считаю, что тут никакого сомнения нет. Недавно мы получили значит, экспертизу Сибирского отделения Российской академии наук на эту работу, да, положительную экспертизу. То есть мы с этим документом будем работать вот с этой созданной комиссией. Ну, это долгая работа, я так понимаю, да? Там надо будет, конечно же, один раз нормально вложиться, но зато потом уйти ежегодных денег от 50 до 60, иногда доходило до 70 миллионов. То есть там мы будем просто своевременно открывать все. Это ежегодно 50-60 миллионов на... Да, это Можно тогда тоже уточнить, ладно. А по поводу строительства моста, вот как раз коллега задал вопрос, там же тоже непростой вопрос. С вами какие-то согласования были по руслу реки, по общему воду отведения? Нет, с нами согласований не было, но сейчас вот наши специалисты изучают возможные изменения русла после строительства вот этого моста. То есть, возможно, даже будет, дай бог, если так получится, да, построить мост, и русло поменяется, и в старое вот войдет. Тогда вообще ничего не надо будет. Ну это пока говорить рано. Пока говорить рано, изучают гидрологию. Это надо запомнить это. А когда будет закончено? Ну, я думаю, в течение этого года, ну, может быть, осенью скажем. Спасибо. А как у вас дела с районами, как с Табагой, тоже водоочистительные тоже хотели ставить? Значит, ну, в планах у нас есть строительство канализационных очистных сооружений в Табаге и в Каргаласе. Значит, здесь у нас как бы работа пошла, скажем так, нам было живее. Мы уже определили буквально вот за месяц параметры, определили тех задания, значит, договорились, что значит, весь комплекс работ будет курировать водоканал. Значит, для чего это я говорю? Мы вот по многим районам уже начали работать, и есть там такие вот нюансы, которые незаметны гражданам. Да? Вот, допустим, в Жатае проект заказала администрация Жатая без участия водоканала. То же самое проект сетей водоснабжения в Хангаласском Улусе, сетей водоснабжения села Верхних Бестях, тоже заказала, значит, администрация Хангаласского Улуса. И когда мы увидели вот эти проекты, надо было, мы поняли, что эти проекты надо полностью менять. Потому что изначально техническое задание поставлено, разработано неграмотно. И в итоге практически там с колес все меняется. Чтобы такого не было, мы и договорились, вот, допустим, с Верхнеуральском мы с администрацией договорились, что изначально мы сами начали. И если есть там какие-то ошибки там, и так далее, то это уже вина наша. Мы сами на себя должны принять. Вот. Поэтому мы написали такие же письма Намсам, Вилюйску, Нигино-Кангаласскому областу, чтобы и городу Якутску, да, что желательный механизм вообще вот, работы, тогда как курили весь вопрос один. Конечно, при этом мы понимаем, что всю ответственность мы вытягиваем на себя, но мы ответственности не боимся.
Сразу следующий можно вопрос? И как раз-то вот на сегодня мы договорились, что по городу Якутску приоритетным должен быть Табагинский кост. Потому что мы с вами знаем, что на сопке что творится, там все знают, многие знают, там сливаются все на сопке. Поэтому, ну и это во-первых, во-вторых, там находится колония. Поэтому в первую очередь приоритет будет, конечно же, по кос Табага, но при этом, конечно же, не упуская из виду кос Тамбовас. Вот вы затронули как раз слив фекалий незаконный. С приходом нового главы города ситуация меняется? Ну, пока нет, пока нет. Время от времени, когда наши работники совместно с ЕКОПом выезжают на ночную дозор, инспекцию, да, тогда сразу чувствуется количество машин в сливную станцию увеличивается аж до 300 и за 300. А в обычные дни обычно приходит 150, 200, ну, бывает 220 машин. То есть где-то около сотни машин, более сотни машин сливается где-то. На дороге-то все. Ну, на дороге, в Ишхотен, на сопке. Это просто. Я считаю, что это самый главный вредитель. И то, что государство, вот власти не могут с этим разобраться, это вообще. У вас же было совещание с Министерством природы, с надзорными органами. И что, в итоге это все на бумаге? Ну, в конце концов, я сфотографировал машину, которая сливается, и написал заявление на имя министра внутренних дел Республики Саха-Якутия Каркашевского. Вот факт. Вот вчера вот этот люк варили, вот сломал человек, за порчу имущества привлеките. Ну, надеюсь, какие-то результаты. И мне сказали, что вы ведете какой-то экологический надзор, да, и на сегодняшний день мне сказали, что есть какие-то определенные даже зоны ущерба, да, так скажем, городу и окружающей среде города, так скажем, от фекальных зон. Я имею в виду сливов, незаконных фекальных слив. Ну, да, есть сливы по лоткам, есть, они зафиксированы у нас. Мы все это, конечно же, предоставили главе, чтобы все-таки и административная комиссия, и РКГ более активно над этим поработали. Потому что это на самом деле не только как бы износ и вред имущества водоканала, это еще и экология города. То есть от идеи красноярского опыта, да, вы не отказываетесь? Нет, А можно немножко его как бы освежить смысл? А то я смотрю, многие Значит, забыли. когда штрафуют, штраф 1500, это для водителя это мелочь, потому что он за каждый рейс может получить до 10 тысяч. А вот когда по красноярскому опыту будет арест имущества за нанесение ущерба имуществу водоканала, вот тогда это будет более ощутимо. Пусть будет арест там на месяц машины, там в штрафстоянке, да, или еще что-то, да. Когда человек останется без источников, он задумается. Нужно внести изменения в КОАП РСЯ, да, получается? Дополнить санкции, да? Ну, Целый город. Да, Почему? да, мы уже внесение вот этот КАП пытаемся долго, давно, но в Тюмени, рассмотрев наше предложение, сказали, что надо менять федеральный закон. Поэтому мы решили пойти другим путем. Красноярский опыт, он говорит, вот, за нанесение ущерба арестовывают предмет, которым нанес ущерб, а в данном случае транспортное средство. Так, а в Красноярске руководствуется каким федеральным указом, получается? Но они совсем другим путем пошли. Порча имущества. Да, порча имущества. Статья идет. Статья порча имущества. Уголовный? Да. А что сказала ГИБДД? Будет ли оно
Дело в том, что вы же говорили, что специализированные машины, ассенизаторами их называли, да? Раньше в советское время это было спецтранспорт, а то теперь это, я так и не понял, что это, честно. Ну, это вне моей компетенции, я не могу. Не, ну, вы когда просто есть- предложили вернуть лицензирование этой деятельности. Это опять-таки лицензирование, это уже опять-таки федеральный закон. То есть мы не можем создать местный на уровне документа, не противоречить федеральному. Но это должны юристы изучить. Или городская дума. Вы же- Насколько я понимаю, невозможно, поэтому все говорят невозможно, все ссылаются на федеральный закон. Ну, Что еще? еще там Спасибо. Один вопрос только. Вот. Тарифы повышаться будут летом или осенью? Вот что мне просили спросить. Тарифы, тарифы, тарифы. Ну, жизнь дорожает, тарифы, конечно же, вы видите, кстати, сейчас металл у нас подорожал, если в прошлом году где-то 70 тысяч тонн было, то сейчас 120 тысяч металл подорожал. ГСМ дорожает, все дорожает, поэтому, конечно же, у